Приветствую всех! Поздравляю вас с наступающим новым 2026 годом. Спасибо всем, кто меня смотрит, комментирует. Вас осталось немного. Да мне много-то и не надо, по сути. Что мне? Самые стойкие, самые преданные люди остались у меня. На ютубе особенно. Ну, а я только на ютубе и выкладываю, больше нигде. Вот, поэтому спасибо вам, ребят, всем. Желаю вам счастья. Счастья, удачи. Чуйки. Что еще желаю вам? Все остальное будет, все от вас зависит. Вот. А я чем смогу, тем помогу. А чем я могу помочь? Вдохновить на что-то, поднять настроение своим видео и тем, что я показываю на видео. Может, природой, там, путешествиями. Вот, постараюсь побольше путешествовать в новом году. И вам желаю того же. Это самое главное. Остальное все мелочи жизни. Остальное все приходит, уходит. Да вообще наша жизнь вся временная. И в ней все временное. Не стоит из-за чего-то сильно убиваться, переживать. Оно все того не стоит. В конечном итоге все будет хорошо. Жизнь, энергия, она бесконечная, наверное, во Вселенной. За смертью будет что-нибудь другое интересное. Так что приключений хватит всем. Да. Вот такие вот дела. Так что сейчас еду, тут туман на океане, так хорошо. Вообще круто. В общем, такие вот дела. Птичек тут, чаек много. Чайки тут зимуют, кайфуют на пляжах. Да не бойтесь вы, шо. Сейчас вот вернулись с маленького путешествия, практически недельного. Вот. И у меня все больше приходит осознание, что я хочу жить в путешествии. Ну вот опять просто уже сейчас более твердо я уверен в этом, что мне нужно, чтобы каждый день что-то менялось. Каждый день новые места, новые ночевки. Мне это необходимо. Я вырос в этом как личность. Вот, и я не могу без этого жить. Потому что вот сейчас я приехал опять во Флориду. Ну вот вроде все хорошо. И тепло. И с детьми хорошо. Ну, то есть, вроде грех жаловаться, да? А вот сил нет ни на что. Потому что вот я не вижу смысла в этой жизни. Ну, просто существуешь, как бы, ну да, сидишь. Какая-то пенсионерская жизнь. То есть, я не знаю, вот мне это вообще не в кайф. Я чувствую в себе силы именно двигаться, путешествовать. Вот, и поэтому мне не дается силы на жизнь, короче. Вот, ну, силы всегда даются, когда у тебя есть какие-то цели, стремления. И вот поэтому у меня и нету сил, потому что у меня нет цели и стремления жить вот так, как я сейчас живу. Вот такие вот дела, блин. Поэтому я прихожу к осознанию, что надо двигаться дальше, путешествовать. Я хочу сейчас вот вообще путешествовать на машине, жить в машине, ну, то есть жить и путешествовать на авто по Америке пока. Вот я очень сильно хочу. Я как сейчас приехал во Флориду, еще у меня опять аллергия началась. Что-то вот цветет сезонное. Весенний, осенний период, у меня аллергия. Вот в горах было хорошо. Сейчас приехал, у меня опять вот это еще на фоне аллергии все усугубляется. У меня сил ни на что нету. У меня там на лодке сейчас такой срач. У меня сил нету это все убирать, там стирать. Ну, нету сил. Вот я все сижу и жду, когда у меня появятся силы. Вот пока вот нету. Я не знаю, как так можно. Такие вот дела. Грех жаловаться на все. Ну, я и не жалуюсь, просто это мои личные потребности. Соответственно, когда ты живешь так, как не хочешь, ну, не лежит душа к этому, тебе все не в радость. Любые радости тебе не в радость. Ну, такая вот жизнь наша, вот так устроена. Такая моя жизнь, что для меня комфорт – это дискомфорт.
что все новое каждый день. Вот мне вот это надо. От этого тоже иногда устаешь, хочется отлежаться, но это буквально там 2-3 дня, и все, ты готов ехать дальше. Я привык жить вот в таком режиме. И вот как началась у меня иммиграция, это, по сути, началась вот эта длинная депрессниковая волна с маленькими проблесками там в виде работы на траке, когда я работал на траке, потому что это такое, по сути дела, путешествие маленькое, ну, неполноценное, но все-таки ты как бы work and travel, вот, компромисс, короче, вот, поэтому вот эта 6-летняя, по сути, у меня стоянка сейчас, и, конечно, я понимаю, что рано или поздно я поеду, и я чувствую, что уже скоро, потому что так дальше нельзя, здоровье от этого портится, когда ты живешь не в кайф, здоровье быстро садится, жизнь без красок. Не. Ну и самый главный фактор это то, что Флорида мне наскучила. Это вообще не моя природная зона, мне она не интересна. Ну, надоело. Я не чувствую себя здесь как дома. Просто по природе. Потому что это почти тропики. Субтропики там на границе где-то. Ну, короче, не мое это. Мне нужны леса, мне нужны 4 сезона. А не вот это вот все. Хотя сейчас здесь хорошо. Везде холодно. А здесь такая прохлада кайфовая. На солнышке тепло. В тени вообще хорошо. Но все равно. Так, ну наконец-то пришло время этого джипика. Вот я вытащил старые. Ну, проблема в чем? Не работает один цилиндр. Я вытащил старые свечи, и посмотрите, что за ужас здесь. Это просто трындец. Для сравнения, вот новая, вот какая должна быть, и вот какие старые, и они все такие, просто ужас. Я такие еще свечи не видел. Настолько, у нее просто уже нету этой, как это, головки маленькой, ну вот. Неудивительно, что один цилиндр не работал. Скорее всего, даже удивительно, что всего один цилиндр не работал, а не все 4. Это капец. Сейчас буду ставить новые свечи, и все, проблема с мотором должна уйти. И я думаю, проблема не с генератором, как я вначале сказал, что с генератором. Скорее всего, просто один цилиндр не работает, и он тянет за собой все. Ну, собственно, все, установил свечи. Сейчас завожу, и никаких проблем не должно быть. Очень на это надеюсь. Сейчас, короче, я снова на лифт сел, немножко поработать, потаксовать. Ну, надо там, чтобы заплатить за Марину, чтобы не тратить деньги с моих оперативных денег, ну, с автомобилей. Вот. Ну, короче, все равно поработать надо, все равно делать особо нечего. Вот, и сейчас первый раз в моей карьере, когда человек вышел на светофоре. Я не знаю почему, вот взял, короче, одну черную женщину, куда-то ее там повез на работу, что ли. Вот, и что-то ей не понравилось. Я не знаю, что ей не понравилось. И лицом, наверное, я не вышел. Не знаю, короче. И она такая спросила: ты, говорит, сколько на Uber работаешь? Ну, я говорю, сколько? 3 года, говорю, где-то вместе с Uber. Ну, окей, дальше едем. Там примерно остается миля до там, где мне ее надо высадить, до остановки. И она такая: остановка справа, говорит. Я говорю, I know. Я говорю, what's wrong? Ну, типа, что, а что не так, говорю? И она такая на меня посмотрела. Как раз остановились на светофоре. Она взяла и вышла, короче. Я не знаю, что ей не понравилось. Ну, как я ей ответил, что ли, я сказал, а what's wrong? Ну, типа, мне тоже не нравится. Я терпеть не могу, когда мне клиенты указывают, как мне ездить, где мне, по какому мне ряду ехать. Я сам разберусь, я сам знаю, где мне, в каком ряду в данный момент времени ехать. У меня есть карта, я все вижу, где надо останавливаться. И меня терпеть не могу. Ну, это еще и черная баба. Это отдельный вид вообще людей, я считаю. Абсолютно. Я уже много раз об этом повторялся. Как бы дело тут не в цвете кожи абсолютно. Это просто отдельный вид существ, я не знаю.
как это назвать. В общем, она вышла. Ну, хоть без драк, без криков, сама как бы нормально. Поставил я 1, ну, потому что, во-первых, небезопасно на светофоре выходить. Вот, из-за сейфти. Ну, короче, вот, что лифт и Uber хочет? Вот, он платит копейки. Копейки. Я вот сейчас полгода уже не работал, и я прям заметил, как рейт понизился. То есть, оплата вообще понизилась. То есть, если раньше я за такое, там, за столько-то миль я делал столько, сейчас я делаю на $1 меньше, я это чувствую прям. Вчера работал весь день, даже сотки не заработал. По $5 приходят заказы, маленькие вообще. Все в Америке дорожает. Я не драматизирую, конечно, но реально все дорожает, оплата понижается даже в случае с Uber. Вот что лифт и Uber хотят, когда они платят копейки, что водитель и так заебанный еще будет нянчиться с пассажирами, вот что они хотят. Вот когда потом говорят, ой, там, водитель Uber там нокаутировал там кого-то. Да кого он, блин, поработайте сами, вот пусть они сами, вот кто так говорят, сядут, да ты там психанешь уже на любого, потому что тебе предыдущие пассажиры так мозги сожгут, что ты уже, тебе похер, там, хоть человек с собачкой будет, какой бы там милейший человек, ты уже психанешь просто. И я понимаю, что можно психануть. Такие клиенты, ну это капздец. Ты один, а этих клиентов до хрена будет. Вот, и поэтому ты просто можешь психануть и дать кому-нибудь пизды. Вот реально. Вот реально, потому что ты за копейки херачишь. Я понимаю, если бы там платили бы достойную деньги бы за это. Ни хрена эти деньги недостойные. Ты просто ишачишь, ну реально. Просто ишачишь. И я не понимаю, как можно тут еще с клиентами нянчиться. Вот с такими вот особенно, которым не понравилось, как ты там ответил или еще что-то. Просто не нравится, как ты едешь там. Я не понимаю. Это ужас, короче. Поэтому я понимаю тех, кто может просто вот уже психануть на этих клиентов и как бы там просто послать их. Говорю, еще все усугубляется тем, в какой эре я работаю. Вот здесь я обычно развожу черных работяг и черных работяг. И там ничего веселого нет. Они все грустные, унылые. Никаких типсов, естественно, вообще нету. Вот. Я посчитал, я за этот год заработал около $3000. И это около 312 заказов. Из них всего $257 типсов. То есть, представляете, даже меньше $1 на заказ типса. И то это типсует кто-нибудь, возьмет и $10 тебе закинет. То есть там вот так вот. То есть большинство вообще не типсует. Вот, и вот эта эрия, как бы, она такая невеселая. Черных работяг, типсов нету. Что там, как огонька работать точно нету. Тупо по нужде там чуть-чуть поработать и все. Ну, точно не каждый день. Вот мне сейчас надо, мне за аренду места в Марине надо заплатить. И поэтому я сейчас работаю. Ну, это капздец, короче. Я сейчас вот начал работать и понимаю, это жопа вообще полная. Ведь вот в этой системе ты хер что сделаешь. Вот лифт, Uber платят мало, да? Вот, ну что ты будешь жаловаться, что так мало платишь, блин? Всегда найдется, кто тебя заменит и будет готов за 3 копейки работать. Вот серьезно, это ужас просто. Вот тот минимум, за который я готов работать, это вот $1 миля. Вот меньше $1 миля, вот мне приходит заказ, я вижу несоответствие долларов и миль. Я не беру его вообще. Вообще это ужас, как так можно? Я не понимаю. Как так можно не ценить себя, свое время, свой труд, блин? Сижу тут на заправке, кофейку взял. У чувака вообще штормит, капздец. Сидел, стоял, общался, и тут он бах, что-то залипает. Наркоманов здесь много тусуются. И нахрен и работать не надо.
Таки хочу. Здесь брод проходим. Давай, иди, Дака. Да, иди. О, все равно в кроксах. Нормально. Так, прошло где-то на 5 дней с тех пор, как я поменял свечи. Я поменял свечи, и это не помогло. Двигатель также колбасил. Вот, когда менял свечи, я поменял первую и вторую катушки местами. Вот, и выскочила ошибка по второму цилиндру, соответственно, пропуски по второму цилиндру. Соответственно, ну, катушку надо менять. Вот, пришла катушка, долго ждал ее. Сейчас вот буду ставить. И все, завожу мотор, и никаких проблем не должно быть. Я очень сильно на это надеюсь. Ну, логически ничего не должно мешать нормально работать мотору. Ну что, уже проехался. Двигатель работает отлично. Ну, как отлично, нормально, не троит уже ничего. Вот, коробка работает прекрасно. Коробки одинаковые, что Sonata, что здесь, прям ведет себя точно так же. Надо все обслужить, машину вымыть, короче. И все будет чики-пуки. Так, ну наконец-то доехал я до мойки на этой машине. Машина была очень грязная снаружи, ее вообще ни разу как будто не мыли. Вот даже вот сейчас вот я провожу пальцем. Не, вот здесь еще не так черная. Вот на капоте прям было вот я пальцем. Вот сейчас я второй раз помыл, уже получше. А после первого раза я проводил, прям черная была. То есть там слоями пыль ложилась. Вот, а так в целом машина пахнет, вот знаете, вот как у алкаша в квартире. То есть какой-то пьющий чувак, курящий здесь был. На ней ездил. И фермер, скорее всего. У него собака впереди сидела, там шерсть есть. Тут вот видна шерсть. Собака сидела. А вот сзади, я не знаю, он скотину возил, что ли. Короче, тут вот это все. Так, с машиной все отлично. Я ее, помыл как мог. Вот, по технике все отлично. Один нюанс есть. Появляются вибрации именно в положении драйв и в положении R, когда стоишь. То есть ты стоишь на светофоре, и машина начинает сильно вибрировать. Вот, я посмотрел на драйве, так, что это может быть, короче, именно с этой машиной. У чувака тоже Jeep Patriot, и он говорит, что именно такие же симптомы, вибрация, когда стоишь на светофоре в положении драйв и задний ход. И он говорит, вот этот вот клапан, по-моему, вентиляции картерных газов, он говорит, поменял, и все стало хорошо. Вот. Я надеюсь, что проблема тоже с ним. Я сейчас попробую его снять, может быть, почистить ВДшкой, поставить, вообще что-нибудь изменится, потому что там кто-то писал тоже его там помыл что-то, и все нормально стало. Но он стоит $7, в принципе, можно попробовать его поменять. Потому что вибрация очень неприятная. Вот тут прикольно, мы тут мусор собираем здесь мимо с очком. Да, ламантина, я думал, мертвый, он уже час вот так вот вообще не двигался, я думал, он мертвый, а нет, он двигается, там хоботок вытащил такой. Да, он дышит что-то, или может быть спит. Да, наверное, спит, вот подышал. Папа, ты можешь мне вот это, ты можешь мне отправить? Что? Можно отправить. Не, пойдем туда, мусорку дальше. Гуляем с Дакой, тут змейка. Да, но только большой. Ну, она небольшая, но все равно. Да.
Так, сейчас наконец-то снял защиту с мотора. Вот так посмотреть, оглядеться, что там под мотором. Ну, под мотором вроде все нормально. Фильтр тут стоит. Такое ощущение, как будто он оригинальный 16-го года. Я не знаю, тут написано вот 24 МРН 16. 16 это год? Или 24 год? Потому что машина 16-го года. Загадка. Вот. Ну, в общем, это... По внутрянке вроде... Ой, ну... По низу вроде все нормально, ничего не порвано. Вот здесь коробка, сливная пробка. Буду в коробке масло менять. Ну, не сейчас, пока только осмотр делаю. Поддон двигателя. Ну, все в целом нормально. Сейчас снова ее машину помыл. Съездил. Вот такую влажную уборку сделал. Сейчас уже запаха этого алкашской квартиры уже практически нету. Вот, надо будет, главное, помыть эти сиденья, прям достать их и помыть нормально. Вот. Ну, чтобы вы понимали, это самая дешевая модель, самая дешевая комплектация, самой дешевой модели марки Jeep. Вот, поэтому здесь очень все простое. Я говорю, это американская Нива или УАЗик. Ну, наверное, Нива американская. УАЗик это Wrangler, наверное, больше. А это все-таки Нива. Она более такая гражданская, как бы, но заточена, то есть полный привод. Подключаемый здесь, правда. И через муфту. И можно ездить по таким проселкам. Она такая деревенская машина, и по ней это чувствуется. Она очень мягкая. Ну, конечно, после седана, я после Сонаты сажусь, она прям очень мягкая, и прям чувствуется у нее там запас хода у стоек огромный. Вот, внутри все простое, чтобы вы понимали, мафон, то есть машина 16-го года, и у мафона нет Bluetooth. Вот. Первый раз такое вижу, чтобы машина 16-го года без Bluetooth, то есть максимально все тут дешевое. Вот, что еще? Приборная панель тоже простая, никакой информации ни о чем нету. Что мне непривычно, это стрелка спидометра, она слева, то есть поменена местами. Обычно я привык, что тахометр слева, а здесь спидометр. И все равно я смотрю на тахометр по привычке. Это, как я понял, это у Крайслера такая фишка. Ну, не помню, чтобы у Dacia Journey такой был, но и на Jeep именно вот так сделал. Неудобно. Ну, понятно, что привыкнешь. То есть там вообще никакой информации нету, там пробег. Пробег, да, это сейчас она выключена. Пробег, А и Б, и все. Больше ничего нету. Там расход, не расход, все это. Благо есть хоть круиз-контроль. Вот, я его еще, правда, не тестил. Тут ручник такой вот. Такая балда здесь. Вот переключалка. На полный привод включаешь, выключаешь. Вот. Машина, конечно, очень грязная была. Ее, видимо, ни разу вообще не мыли влажной уборки. То есть я уже вторую влажную уборку делаю. Все равно еще много грязи местами осталось. Прям такую поверхностную. То есть ни раз, ни два, ни три надо тут все это делать. Вот. Ну, в целом, конечно, мне машина нравится, как едет. Коробка знакомая, как вот у этой Сонаты. Коробка прям едет, ну, классно. Мне нравится, как она на ходу едет. И, как я говорил, это самая дешевая комплектация. Здесь даже регулировки по высоте нету сиденья. И регулировки, то есть руль только вверх-вниз по вертикали. По горизонтали она не ходит. То есть посадка здесь, конечно, специфическая. То есть там для высоких людей, может быть, неудобно будет. Я-то 175 всего. Вот, я вроде сижу, как бы мне нормально, но это будет видно на дальней дороге. В дальней дороге все узнается. Но так, в домойке пару миль, 3 там, сколько миль съездить, ну, нормально вроде. Вот. Что еще? Что, надо обслуживать ее, короче. Есть такая тема, короче, там этот катализатор забитый, там ошибка по катализатору вышла. В общем, у меня у всех Dodge тоже, Dodge Journey были, у всех с катализаторами. Если я хочу себе оставить эту машину, то надо будет катализатор поменять, это $120. Вот, потому что запах такой чувствуется, что катализатор забитый. И машина вот в положении драйв, когда ты на тормозе стоишь на пробке, машина прям вибрировать начинает, мотор. И это, ну вот, как раз с картерными газами вот проблема там, насколько я понимаю.
В любом случае надо поменять этот, как его, катализатор. Вот, машина очень похожа своей концепцией на Tiguan. Ну, конечно, не визуально, но я даже скажу, ну, по размерам она почти идентичная, но грузовой отсек у этой тачки меньше, чем у Тигуана. То есть по литражу, если по данным посмотреть, она меньше. Но на самом деле, если так присмотреться, да, это чувствуется, что у Тигуана, представляете, даже больше, чем здесь. То есть машинка это компакт SUV, как бы, то есть одноклассник Тигуана. Но Тигуан по сравнению с этой машиной по качеству исполнения, качеству отделки, конечно, это премиальная машина. Это, говорю, Нива, американская Нива. Вот. Но мне она внешне, в принципе, нравится. Вначале так смотришь, что-то до того, как я себе эту машину приобрел, вот эти Патриоты смотрел, думаю, блин, какая ужасная машина. Я на самом деле и про Тигуан так думал, а потом, ну, я смотрю, Тигуан, вот никогда он мне не нравился, ну, что-то между Гольфом и Таурегом, ну, такое что-то не то, не сё, ни рыба, ни мясо, типа. А вот как я начал владеть Тигуаном, я понял, что это очень классная машина в своей концепции. По исполнению, ну, присмотрелся, и визуально она мне начала нравиться. А вот сейчас и Патриот тоже я смотрю, ну, такой Wrangler на минималках. Потому что есть Jeep Compass, абсолютно начинка такая же, но визуал другой. Вот Jeep Compass это, вот я фотки поставлю, Jeep Compass это Cherokee на минималках, а вот это Wrangler на минималках. И он мне, в принципе, нравится. Он такой утилитарный вид. И самое главное, мне нравятся вот эти штамповки. Есть вот эти Патриоты, ну, типа в других версиях, там более заряженные, типа, они с дисками. Но вот для этого кузова, там литые диски, ну, как-то они вообще не идут, не знаю. Как на корове седло, вот. А вот такие штамповки, они нравятся. Потому что эта машина утилитарная. Она не для понтов, ни для чего. Она выполнять свои задачи должна. И вот как раз простота украшает эту машину в целом. Здесь вот есть косячок, какая-то затертость. Вот, там подкрасить надо будет. Машина была зарегистрирована в Монтане. То есть она какую-то часть своей жизни жила в Монтане. Во Флориде ездила, а потом в Монтану уехала. Не знаю почему. И, видимо, там соль или что. Вот здесь тоже чуть-чуть такая коррозия. Ну, слегка. Сейчас эта коррозия остановится, потому что во Флориду приехала. Тут благоприятный, ну, если по океану не ездить, где соль. Тут благоприятно все, никаких солей на дорогах нет. Вот, поэтому с этим никаких проблем нет. Вот. Поэтому мне она начала нравиться. Как едет, нравится, так что я буду ее себе оставлять. И фаркоп самое главное. Теперь я могу велики сзади возить. Приобрету специальный держатель для велосипедов и буду возить велики. Ну, естественно, рейлинги тут тоже есть. Вот, поэтому мне этот Патриот нравится. Ну, у вас Патриот, что тут скажешь. Так, ну что-то у меня появились свободные деньги. Я думаю, так-ка побалую себя чем-нибудь. Вот, я уже давно хотел, в принципе, какой-нибудь нож, который будет всегда со мной. Зашел на Amazon, посмотрел вообще, что есть там на YouTube, посмотрел, чтобы быть там в курсе вообще, что там с ножами происходит. Я, конечно, никогда ножеманом не был, но свой нож все-таки хочется. Я так задумался, хочется, чтобы всегда при себе был. Посмотрел на Амазоне, смотрю, Cold Steel вообще компания. Смотрю, ножик Раджа 3, изначальная цена $109, а он был со скидкой 60%. Я его, в общем, за $40 купил вот такой вот нож Раджа 3. Сейчас достанем, посмотрим. Я его уже пощупал, посмотрел, вот он мне только что пришел. Здесь вот запасная клипса есть. Вот, собственно, сам нож. Раджа 3. Его форма клинка, отсылка к индийскому оружию кукри. То есть оно вот такой вот. Такой клинок интересный, необычный. Таких ножей у меня никогда не было. Да у меня вообще особо никогда таких ножей не было. Последний нож, который у меня был, это год назад. Это был нож Benchmade.
знаменитая фирма. Я его нашел на пляже, восстановил. Видео, по-моему, я его показывал. Но для меня он никакой ценности особо не. Он был еще автомат нож. То есть от кнопочки нажимался. Ну, такая прикольная игрушка. Этот нож, он считался для полицейских. То есть такой в экстремальной ситуации. Там можно было им... Там серейторное лезвие наполовину было, чтобы резать веревки. Там ремень безопасности. Там можно было им обратной стороной разбивать стекла. Ну, короче, он такой для полицейских, для экстренных служб всяких. Вот, и он у меня был, я его восстановил, ходил с ним, а потом я его в траке оставил, потому что, когда работал, потому что мне не хотелось дополнительный багаж брать, потому что нож надо сдавать в аэропорту, с собой вот ты его не можешь взять, а мне не хотелось просто ради ножа там багаж сдавать, у меня все при себе чуть-чуть было, поэтому я его оставил в траке, короче, а цена того ножа, я смотрел нового, это $250, то есть он очень ценится, тот нож, дорогой. Вот, и я что-то так думаю, все-таки нож нужен. Не нож может быть, я сейчас задумываюсь над тем, что может быть мне мультитул нужен. Вот, но это посмотрим впереди. Вот сейчас я похожу с ножом, если что, я его верну, если мне что-то не понравится. Но на первый взгляд, конечно, нож, ну, такой очень добротный. То есть за ту цену, за которую я его купил, за $40, ну, мне кажется, нет равных для него. Что тут поставили вот тут? AUS 10A, модель Тайвань. Ну, понятно, производство везде там в Тайванях, в Китае, в Вьетнамах, в Азии располагается. Металл, конечно, сталь здесь такая, ну, чувствуется, что очень серьезно. Ну, если сравнивать вот с моими кухонными ножами, которые у меня есть там за $2 с Dollar General, то сталь прям, ну, вообще прям трогаешь. Прям очень приятная, такая тяжеленькая, ну, по кайфу вообще. Рукоять сама очень удобная. И нож, кстати, не маленький. Я видео про него смотрел, мне казалось какой-то маленький. Да нет, я его держу. У меня рука самого, ну, небольшая. И мне одной рукой здесь очень тяжело орудовать им. Все-таки двумя руками с ним работать удобнее. Открывать и закрывать. Вот, я уже его проверил. Режет он очень хорошо. Ну, прям заточен он с завода уже очень классно. И рукоять, ну, он мне напоминает больше холодное оружие такое, вот как будто рукоять пистолета. Вот с этой шершавой поверхностью для лучшего сцепления. Ну, прям вот, ну, холодное оружие. Я бы не сказал, что это какой-то походный нож. Хотя он добротный и можно прям вот как топориком что-то строгать. Довольно классный нож в этом плане. То есть он даже больше создан вот именно для строгания какого-то, что-то в экстренных ситуациях, что-то там подрубить. Добротный нож, да. Мне он нравится. За такую цену, за $40, мне кажется, это чуть ли не подарок. Мне он очень нравится. Я не нажиман, я никогда нажиманом не был. Это такой фетиш, на самом деле, как вот, я не знаю, как аудиофилия, как часовой фетиш, я не знаю, как часоманы называется, да, кто там любит часы, там постоянно там новые покупает, там, вот это фетиш чисто мужской такой вот, с ножиком, ну, не чисто мужской, просто вот фетиш. Я не люблю фетиш, я люблю что-то одно и как бы навсегда. Нашел свое, все, и ношу с собой. А фетиш, он в том-то и... Почему он и становится фетишем? Потому что тебе всегда что-то новое хочется попробовать, узнать. Это хорошо, конечно. Это увлекает людей. Люди этим занимаются. Это как коллекционирование чего-то. Ну, у меня такой предрасположенности нет. Мне хочется взять что-то одно и универсальное, чтобы он подходил под мои задачи все. И вот я сейчас похожу с ножом, с этим посмотрю, как он вообще будет удобно. Неудобно, потому что у меня, я посмотрел, есть такие мультитулы очень классные, там, Leatherman компании, они не дешевые, там, $100 где-то в среднем, но мне кажется, для моих задач, потому что мне нож как таковой, ну, вообще не нужен, он может пригодиться, да, что-то отрезать, там, я не знаю, как холодное оружие я его не воспринимаю, как средство самообороны, но мне кажется, перцовый баллончик это гораздо лучше, как средство для самообороны, чем нож. Ну, нож
чтобы самообороняться с ножом, это надо тренироваться. Надо уметь тренироваться, потому что вот в сложной ситуации сможешь ли ты как бы воткнуть нож в человека? Ну, это, мне кажется, не каждый человек так сможет. Перцовый баллончик это универсально, поэтому как с холодного оружия я его вообще не рассматриваю. Вот, и надеюсь, вообще никогда не пригодится, чтобы самообороняться приходилось. Но все же, мне кажется, многие все равно ножи, вот, чтобы с собой был для уверенности, кого-то зарезать вдруг, там кто-то нападет. Ну, нет. Тут лучше как бы холодный расчет, ум, чтобы не попадать уже в такие ситуации, как бы чуйка и, ну, перцовый баллончик. Но у меня перцовый баллончик тоже нет тут, как бы, не знаю, не доходит до этого руки. Потому что никогда не знаешь, когда пригодится это. Вот, а нож это порезать что-нибудь там, яблочки там, хлебушек, еще что-нибудь. А мультитул, вот я посмотрел, они мультитулы есть вот с отверточками, со всякими ножичками, с ножницами. Много всякого. Короче, мне кажется, мультитул мне больше подойдет. Ну, в общем, вот такая. Просто хочу поделиться с вами своей покупкой. Поэтому буду наслаждаться этим ножом. Я уж порезался, им очень острый прям. И очень добротный. Мне нравится. Вот в этом и вся нажимание есть. Вот фетиш. Вот потрогать в руках, он приятный такой. Когда качественный качественный продукт, а вот это вот чувствуется, что это качественный продукт. Компания все-таки не хухры-мухры, там, Cold Steel, насколько я уже узнал и понял, это такая фирма, зарекомендовавшая себя, американская. Поэтому, ну, очень приятный продукт. Я прям кайфую от него. Ну, это прям рабочий инструмент такой. Я не скажу, что это какая-то игрушка. То есть, по всем признакам, он прям рабочий инструмент. На природе где-то что-то строгать, что-то подрубить, он пригодится. Он довольно надежный, ничего не хлипкое, не болтается. Ну, прям вот очень классное исполнение. Мне нравится. Ну, время покажет, как говорится. Время покажет, и оставлю ли я его себе, или что-то попробую другое. Сейчас меня нажимания захватит. Но оставлять, как бы, себе коллекционировать я точно ножи не буду. Что-то просто пробовать и искать под себя. Ну вот этот нож вот так вот выглядит. Вот. Ну, конечно, он выглядит вызывающе, потому что здесь вот такая вот лезвие видно. Как бы он в глаза бросается, конечно. Так вот ходить просто, ну... Такой себе, конечно. Ну, не знаю. Брутально он выглядит в любом случае. И в сложенном, и в разложенном виде такой бармалейский нож. Так, возвращаемся к джипику моему. В общем, я загуглил свою проблему. А проблема заключается в том, что вибрация двигателя начинается на холостом ходе в положении D и на задний ход, когда ставишь в положении R. Вот, я загуглил, и люди пишут, что у кого-то после замены клапана вентиляции картерных газов эта проблема уходила. Я заказал, благо недорого, всего $7. Заказал клапан, сейчас буду его менять быстро и просто. Вот, и надеюсь, проблема эта уходит. Надеюсь, что проблема просто в этом. Не помогает. Прям вибрация идет, наверное, слышно даже на камеру. В положении в заднем ходе нету, короче. Вроде до этого было. А вот в положении D все равно. Ну, говорю, надо будет обслуживание делать. Тем более чек горит. Чек по катализатору. Катализатор надо менять. И обслужить коробку. Мне кажется, должно все нормально быть, потому что такая вибрация прям, может, там масла не хватает, хрен его знает. Короче, ставлю клапан обратно и сдаю его. Что кушаешь? Суп. Суп.
Mine's got blood. Yeah, but just don't be really loud. Yeah. Сейчас выехали в лесок пожарить сосисок. Маршмеллоу взяли, ну, этот зефир. Гуляем по лесу, ходим. Прохладно довольно-таки. Пришел холодный фронт с севера. И ночью доходит до нуля. 2 градуса показывало вчера. 2 градуса. То есть такой холод. Ну, потом опять будет 25 днем. Короче, так временно, буквально на меньше недели даже. Ну, вообще кайф. Погода ясная, что еще надо? Мороз и солнце, как говорится. You have brains in your head and feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You are on your own and know what you know. And you are the one who decided where to go. Вот такая вот тут философия. We are under this wall. Вы видели когда-нибудь, чтобы земляной червяк вот так вот прыгал? Я просто нашел. Да, о, нифига себе он. На площадка. Да, его надо вон в землю, чтобы он в землю пошел. Кобзец да прыгает. Испугаться можно. Как змееныш. Так, Snake. Да. На носу уже декабрь. Тут все цветет, тепло. Почти под 30-ку. Дарк тут даунхиллом с горы решил заняться. Иу!